Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Сразу два уголовных дела возбуждено против жителя Якутии, который в нетрезвом виде пытался пройти на борт самолета с огнестрельным оружием и применил силу к полицейскому. Инцидент произошел в аэропорту поселка Депутатский в Устьянском районе еще в апреле. Но об этом стало известно только сейчас от слов пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. В ведомстве уточнили, что у дебошира изъяли гладкоствольное ружье и травматический пистолет, перевоз которых не был согласован с сотрудниками авиакомпании. В столичную полицию обратилась женщина, которая сообщила о краже кошелька у ее 16-летнего сына. Вором оказался сверстник пострадавшего. Подозреваемый учится вместе с потерпевшим в одной школе и живет в одном районе. В день происшествия они вместе возвращались домой. В какой-то момент у потерпевшего из кармана выпал кошелек, что заметил подозреваемый. Он не стал сообщать об этом своему знакомому и похитил чужую вещь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По данным МВД, в Якутии продолжает расти количество киберпреступлений. Только с начала этой недели поступило сразу две заявки по мошенничеству с банковскими картами. В первом случае житель Мирного лишился 74 тысяч рублей. К нему позвонил псевдосотрудник банка и под видом настройки оповещения узнал данные карты. Во втором случае обманули жителя столицы республики. Ему также позвонил лжесотрудник и, узнав данные карты, выманил более 20 тысяч рублей. Позднее он сообщил мошенникам номер второй карты и лишился еще 40 тысяч. А якутская полиция поделилась вредными советами, как легко и просто лишиться денег, став жертвами мошенников. Уважаемые пользователи мобильного банка, мы представляем вам новую услугу по отъему ваших денег. Я могу представиться сотрудником банка, пенсионного фонда, полиции, да кем угодно. Для того, чтобы ваши деньги перешли ко мне, вам необходимо лишь продиктовать мне данные вашей карты. Это номер карты, имя, фамилия, указанные на карте, срок действия, CVV-код и СМС-пароль для подтверждения операции. Не нужно читать информацию о том, что его нельзя разглашать. Как видите, вы легко расстанетесь со своими деньгами. До скорой встречи. Завтра мы вам позвоним. Следователи Мирнинского района просят помочь в расследовании дела по исчезновению. В январе этого года пропал Олег Данилович Вараксин. На вид около 50-60 лет, рост 160-165 сантиметров, полного телосложения, носит усы, волосы седые, имеется косичка. Шрам на левом плече около 10 сантиметров. В левом ухе серьга из металла белого цвета. Лиц, видевших его или владеющих любой информацией, просят обратиться по телефонам на экране. На этом у меня все. Берегите себя.